История, наполненная потерями и памятью о трудных годах, выпавших на долю всего народа. В ней красными буквами высечено слово «депортация», боль от которого еще видна в глазах Фадиман Экажевой. В этот суровый и несправедливый февраль 1944 года она, 14-летняя девочка, и так лишенная родительской ласки, вместе с братьями и сестрой была брошена в холодный вагон эшелона. Самая долгая дорога. Ее, несмотря на свой 90-летний возраст, бабушка помнит до мельчайших деталей. У нас не было ни еды, ни воды в дороге. Везли нас, как мы позже узнали, в город Макинг. Когда мы уже туда добрались, нас завели в помещение, напоминающее место для загона скота. Там не было ничего, кроме соломы. На ней мы и спали всю ночь. Благо кроватью соломы им служила только одну ночь. Родной дядя Фадиман до высылки работал руководителем консервного завода, был уважаемым человеком и имел деньги. Именно они помогли выжить, делится бабушка. Уже на следующий день они купили небольшой дом, где и устроились жить. Местные жители протянули нам руку помощи. Кто-то давал нитку, кто-то иглу, кто-то варенье. Каждый помогал тем, что у него есть. Это говорило о том, что они были очень добрыми и отзывчивыми людьми. Прошло время. Потихоньку жизнь начала налаживаться. Мы там обзавелись своим большим огородом. Кто-то устроился на работу, каждый занимался чем мог, и жизнь начала бить ключом. Своего будущего мужа Фадиман тоже встретила в депортации. В 1957 году, когда они возвращались на родину, у них было уже 4 детей. Это черно-белая фотография, сделана за год до этого события. На ней сама Фадиман и ее 3 сыновей. Самому старшему, Магомед Султану, было тогда 5 лет. Эта фотография сделана в 1956 году. Тогда наш отец работал главным бухгалтером на ремонтно-механическом заводе. На Новый год там поставили елку. Вот мы там и сфотографировались. На мою память положение у нас было неплохое. Домой мы возвращались на чистом пассажирском поезде. Приехав на родину, семья Фадиман начала жизнь буквально с чистого листа. Но все эти сложности казались им только мелочью. Сегодня, сидя в окружении своих внуков, бабушка отмечает, что немного завидует сегодняшней молодежи. Для них созданы все условия. Но дружбы и сплоченности в годы депортации было намного больше. И тогда знали цену. Когда нас выселяли, нас было 5. Я, 3 брата и сестра. Из-за доброты окружающих нас людей мы остались живы. Благодаря им я прожила хорошую жизнь. Возвращение на малую родину для Фадиман Экажевой стало торжеством добра. Ведь нет на свете места дороже родной земли и теплее домашнего очага. Шахзат Кулхоева, Марбек Пержоев, Новости 24.